Громкая акция протеста в Камрате собрала более 500 митингующих. Недовольные увеличением штрафов водители собрались у здания Дома культуры, чтобы выразить свое несогласие с принятием правительством такого решения. С 16 марта этого года штрафы для водителей повысятся. Если до сих пор максимальный штраф, который могли получить водители, составлял 3000 леев, то сейчас он будет составлять до 25 тысяч леев. Инициатором стачки автомобилистов выступили общественные деятели Леонид Добров и Михаил Влах. В своем выступлении общественный деятель Леонид Добров высказал мнение, что такие штрафные санкции не предел, и они могут стать еще выше. А почему до 25? Откуда взят? Откуда цифра взята? Рекомендации Евросоюза или из Бухареста? А почему не 50 тысяч? Почему не 100 тысяч? А почему не расстрел на месте без суда и следствия? Это я специально утрирую, чтобы сказать вам, что следующий шаг будет именно этот. Как только в течение года им не удастся выгнать еще половину населения из страны и самых активных ее членов, именно владельцев автотранспортных средств, тогда они примут еще одно решение повысить штрафные санкции до 50 тысяч, до 100 тысяч. Водители жалуются на качество дорог, которое приводит к быстрому изнашиванию машин. При наличии такого факта, по их мнению, непозволительно повышать штрафы. Дороги плохие, машины ломаются, запчасти дорогие, топливо дорогое. Еще и сейчас штрафы повысились на 2,5 раза. Вымогательство из народа беспредел, понимаете? Из всякой интеллигенции собирают деньги. Без ничего делать собирает наше начальство, собирается сделать нас рабами, просто бесплатными рабами. Помимо увеличения штрафов будут предусмотрены и другие новые законы. В этом году патрульные полицейские получат 20% надбавку к зарплате за счет выписанных штрафов. Водители считают, что такие меры будут способствовать повышению коррупции. Если человек, допустим, забыл пристегнуться, да? Полицейские скоро начнут отстегивать ремни, чтобы взять штраф. Потому что 250 лей с моего штрафа идет ему в премию. Это уже как бы не исполнение этого закона, а они будут ловить спецом, это их навар. Чересчур круто они взялись за народ, за водителей, за всех. Это. Можно было, конечно, поснисходительнее обойтись с нами. А то штрафы у них будут с зарплаты идти. От штрафов. Они будут на каждом углу. С утра глаза не протрет, он уже будет останавливать транспорт, чтобы был заработок ему. Нет средств из бюджета на оплату полицейским, зарплаты. И вот они дали им, иди. Дали тебе револьвер, иди кормись. Он будет кормиться. И это вообще нельзя будет ездить. По мнению водителей, размер штрафных санкций должен быть ниже. Но в чем же все-таки причина такого резкого повышения? Водители считают, что дело обстоит намного глубже, и причина совсем иная. Им надо собрать украденный миллиард, у людей собрать. Они взяли миллиарды себе в карман, сейчас хотят у населения взять деньги обратно, государство, даже не в государство, опять не в карман. Потому что людей штрафуют на всю катушку. Цель у них одна – набить себе карманы, сделать себе зарплаты большие. У нас средняя заработная плата в Молдове по 1800 лей, а у них по 30 тысяч, по 40 тысяч зарплат. Мнение митингующих поддержал и начальник Главного управления по делам молодежи и спорта Гагаузии Максим Болгар. Мы не должны работать, помимо того, что будем работать на того, чтобы возвращать миллиард, чтобы еще сотрудники дорожных служб, дорожной полиции отдыхали не только один раз, два раза на островах, но и по 4-5 раз на островах различных, где только можно. Мы не должны способствовать развитию коррупции. В своем выступлении председатель Народного собрания Гагаузии заявил, что руководство полностью поддерживает инициативу акции протеста и намерено выйти в парламент с законодательной инициативой. С законодательной инициативой попробуем выйти в парламент. Мы не оставим это без внимания. Леонид Федорович подходил, он инициатор данного митинга. И мы полностью поддерживаем. Так что в добрый путь, и мы с нашей стороны этот вопрос поднимать будем. Организаторы акции утверждают, что будут отстаивать свою позицию и в дальнейшем. Они требуют от правительства отменить в течение недели решение об увеличении штрафов. В противном случае, если все предпринятые меры не принесут результата, они намереваются организовывать новые акции протеста, а также перекрыть трассу у въезда в Камрат. Это предупредительный митинг. Вы, наверное, видели, машины стоят, колонна стоит.
Я думаю, что если мы не добьемся, в дальнейшем мы будем добиваться своей цели. Планируем до Кишинева и планируем все, что надо, мы, и как они свои семьи стараются защитить. Мы хотим свои семьи защитить. Мы хотим законным путем. Но если беззаконники будут поступать беззаконно, мы будем отвечать так же, как они. Пока не поймут, что люди бедные. Людям негде жить. Пенсии 800-600 лет пенсия. Подают мне пенсию, я уже 3 года, 5 лет на пенсии. Подают пенсию опять где-то аж в 2020 году. Я в это время уже не буду. Общественный деятель Михаил Лах от лица всех митингующих обратился к правительству автономии с призывом содействовать в решении проблемы. Поставим палатки и будем требовать у нашего правительства, у нашего народного собрания, кого мы выбрали. Ребята, собирайте автобусы, собирайте делегацию, делайте комиссии. Эморы, гиттiniz söylersin sonra. Çevirsene Gerevçi. Yere! В завершении акции протеста все участники приняли резолюцию, в которой потребовали от парламента Республики Молдова в течение 1 недели отменить решение об увеличении штрафов.